Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав. Сегодня мы в Якутии, и буквально вчера мы были в городе Якутске с Антоном, прилетели на рыбалку до села Жиганск на самолете. Огромная благодарность за эту рыбалку Андрею Плейко из Калининграда, который нам подарил эту рыбалку и проспонсировал нашу с Антоном поездку сюда, к ребятам. Спасибо, Поэтому Андрей, спасибо. Спасибо, Андрюха. Андрюха, приглашаю тебя, приезжай к нам на рыбалку. И сейчас мы уже начинаем обед, и потом уже начнем сразу рыбалку. Так, друзья, легендарные котлеты Дмитрича. Вот они. Ну что, как котлетки? Оладушки где? Во, я оладушки егошние, да. Вон они. Вот. Кто не пробовал еще, обязательно будете в Жиганске, попробуйте котлетки Дмитрича. Вот. А мы сейчас... Можно приехать не на рыбалку, а попробовать. Буду приехать, чтобы попробовать котлеты, где не обратно ехать. Да, можно и так сделать. Вот. А мы сейчас немножко перекусим и начнем рыбалку. Так, после установки лагеря, немного пообедав, мы начинаем пилить дрова, заготовку дров начали. Нашли валежник. Вон там он свисал над обрывом. Дмитрич уже начинает рыбалку, сразу начал рыбачить. Его тяжелое поднимать нельзя, поэтому он сразу рыбачит. Мужики сразу начинают колоть дрова. Я сейчас сразу Ямаху накрою, обслужу. Буду таскать дрова сейчас в палатку. Сейчас мы наколем дров, наготовим дров и начнем уже рыбачить, потому что охота уже поймать что-нибудь. Поэтому давайте приступим. Так, друзья, наш гость Антон Симеров сейчас бурится. Расскажи свои впечатления, Антон. Нынче рыбачил или нет? Это Антон по прозвищу Щуколов. Маннаде. Нет, вообще. В Якутске. Рыбачил туда? Да. Ты рыбачил? Рыбачил? Че ловилось? Мелочь. За крупником приехал, значит, получается. Щука, окунь, да? 3-9 земель. За 1000 километров, да? Да. Ну давай, продолжай. Давай, Антон, Дмитрий желает Антону ни хвоста, ни чешуи. Сейчас проверим, сколько воды будет выходить из лунки. рыба. Ага. Что это такое? Лед грязный. Окей. Антон зачем-то бур весь засунул туда. Потом перчатками держит. Да. И мокрую. Короче. Ты мне покажи, вода выходит из лунки или нет? Не. Там Первый. вообще вот столько. Ну давай, давай, проверим. Столько или нет. О. Опустил пружинку свою. Хайда. Ну откуда ты знаешь, что там нет? Нормально, глубоко. Сантиметров 20. Ну у тебя толщина льда сколько? Столько же. А? А нигде. Вот столько же будет.
Ну, 20 же есть. 20 же есть сантиметров. Бурум бельбятки. О, вообще как круто. Вот чего это? 20 сантиметров это нормально. Да это нормально. Ты чё? Это вообще самое нормальное. На 10 сантиметрах, говорят специалисты, рыба плавает. Даже меньше. Пахай. Хе-хе-хе-хе-хе. Олег bu tohta hastaydı bu. Деревни улахан балыгы хабыхын баранды. О, но var. Не var. Там 6 метров. А что тут Туда иди. бурить бесполезно это? Туда иди, там 6 метров. Не, мы тут будем сидеть. Ты туда иди. А? Мы тут будем сидеть. О, палатки. А, в палатке, да? Не, я сейчас возле палатки пробурюсь, узнаю глубину сколько. Нахаживаю. Ну давай, давай, ага. Дмитрий уже второй нож свой посадил. Вот, а мы сейчас будем пробовать такую штуку, называется мотобур. Причем мотобур хочу попробовать посадить вот такой вот шнек на стандартный мотобур. Посмотрим, подойдет он или нет. Потому что, допустим, у меня вот китайский мотобур Кротон фирмы и такой вот современный шнек от шуруповерта. Тоже получается правое вращение. Мне вот что-то вот стало интересно, подойдет ли, подойдет ли. Так, давайте проверим эту гипотезу сейчас. Ах ты, смотри-ка, подошел. Круто. Друзья, это круто. Так, ну тут, правда, получается, палец придется ставить родной от мотобура. Потому что вот этот палец, он что-то не вылазит. А хотя, минуточку, внимание. Хотя все подошло нормально. И этот подошел. Отлично. Вот, благодарю Моисея, компания УРУ, которая производит серебряные блесна, собственно, на которые мы сейчас и будем рыбачить, за вот этот шнек. Он отлично подошел к мотобуру. То есть все, по всей видимости, здесь на 180 или на 200 ли. В принципе, вот такие буры можете, ну, шнеки, посмотреть характеристики, насколько они идут. Посмотрите, у меня здесь стоят ножи от магазина Самура в городе Якутске. Это доработанные ножи, вот, для грязного льда, друзья. Поэтому заказывайте, все это есть на сайте клёваярыбалка.рф. Такие ножи и сами же серебряные изделия компании УРУ. Так, ну вот я и пробурился. Посмотрите, здесь вот выдавило воду из-под лунки. Это очень плохо. У нас тут рядом палатка стоит. Вот. Сейчас как бы вода туда не пошла. Будем надеяться, что до сюда не дойдет. Палатку не подмочит. Не хотелось бы по мокрому полу бегать. Давайте
Сразу атома опустим. Блесна атом. Серебряная. Компания УРУ. Глубина тоже сильно не позавидуешь. Не сказать, что сильно глубоко. Так. А у нас толщина льда. Ну, знаете, здесь приличная глубина. Где-то около метра. Ага. Это что такое? Что-то есть. Спасибо. Вот он попался. Блесна. Попался окунь, который кусался. Сейчас в окуня глаз возьмем. Потроха. Потом Антон его съест. Пожарит и съест. Вот. Наконец попался такой окунь. Первый, кто поймал рыбу. Сегодня это я. Можете меня поздравить. Мужики уже поздравили. Вот. Это у меня вторая лунка. Пришел я на глубину. Опа. Вот. Вот сейчас сразу глаз забираем. Может, хорошая рыба попадется. Есть. Ух ты. Хороший. Хороший. Еще один горбачик. Конечно. Кому что там надо, забирайте. О, хороший. Яныч говорит, я уже на первом месте.
Так, сейчас я подготовил сани снегохода. Завел прогревать, снегоход поставил. Сейчас поедем искать рыбу и обследовать эту акваторию, собственно. Вот. Надо будет спросить у Яночек примерно докудова. Посмотрите, вон Дмитрич стоит сейчас вот с той стороны. Здесь вот такая вот выходит коса каменная. И эта коса идет вот так вдоль. И вон в том месте, я не знаю, докуда она примерно доходит. Границы этой косы. Но сейчас мы попробуем это разведать. У нас два таких окуня. Вечером можно будет их запечь, думаю. Оба! Есть такое дело. А ну-ка, давай-ка еще раз. Ну-ка. Ну-ка. Есть такое дело. И ребят сидят, а мы потихоньку ловим. Хвостик уже оторвали. Оба-на! Даже сик попался. Ты смотри-ка. Ох, какая красота! Отлично просто. Просто отлично. Сантиметров 20. Ну вот, друзья, первая рыба хорошая. Вот эта рыба сик называется. Она относится к разряду ценных пород рыбы. Вот. Вот такой вот сижок попался, небольшой, но приятно. Мелочь, но приятно. Вот. Вот такой вот. Сейчас вот. Вот такая резина фирмы Изуми сработала. Сейчас я попробую опять посадить вот такие вот более блеклые цвета. Чем хороша, мне понравилось, она не замерзает на морозе. Силикон чистый. И отлично играет. Я так полагаю, это такая вот специальная съедобная резина. Ага, кто-то есть. Кто-то есть. Смотри, как горбач сразу хватает, а? На резинку прыгает. О! Отлично. Не ожидал, что так прям отлично будет играть резина. Но, как видите, результат налицо. Рыбу-то не обманешь. А ну-ка, еще одного.
О, совсем мелкий. Мелковат сижок. Отпускаем его. Такие мне не нужны. Нам такие не надо. Мелочевку отпустим. Пускай растет. Ух ты, смотри-ка. Даже щучка небольшая попалась. Отлично. Вообще хорошо. Вот, рыба уже начинает коченеть. Она уже окочурилась. Сейчас пробуримся еще одну лунку, чуть в сторонку. Думаю, здесь может быть чуть поглубже будет. И потом уже пойдем, наверное, в палатку. То, что уже темнеет. Здесь, друзья, такая же глубина, как и там. Особо изменений нету. То есть тут везде плавно одна и та же глубина. О, даже рыбы и те похожи. Окунь. Опять. Ух ты, вот этот зачетный. Вот этот хороший. Ну прям такой грамм 600 может. О! Вот такой вот горбачик неплохой. Ага. Есть такое дело. Хороший горбач. Хотелось бы, конечно, другую рыбу. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Поэтому давайте этих горбачей заберем. Неплохая уха получится. Ага, сидит. Смотри-ка. Опустил, а он сразу тут же и схватил. Ну, смотри-ка, вечерний клев пошел. Солнце уже к закату. А у нас начинается только клев. Хотелось бы, конечно, чтобы сейчас еще что-нибудь другое клюнуло. Более экзотическое, так сказать, ценное.
Но мы рады и окуням, конечно. Первый день рыбалки, разведка, первый день. Поэтому нужно все узнать, где, как, сколько рыбы клюет. Поэтому сегодня вот отрываемся по полной, как говорится. Друзья, в связи с тем, что я нашел там более рыбное место, мы сейчас переезжаем на ночь глядя. Сейчас уже 9 час ночи. Вот, посмотрите, загрузили вот так бутер. Будем сейчас перевозить палатку. Да к тому же я там днем пробурил лунку, из нее вода потекла и на палатку. А там вода вообще не выступает, поэтому кроме этого клюет неплохо. И решили мы туда переехать. Так, на новом месте, друзья, мы уже с лунками. Прорезали лунки при помощи крышки от котлет Дмитрича. От миски с котлетами. Вот так вот получилось. В общем, посмотрите, как я сделал, какое решение я принял в отношении лунок. Вот видите, вот эти два супротив по диагонали расположенных листа. На каждом листе я вырезал ровно симметрично два отверстия. Вот. Диаметр я побольше сделал, где-то 200 с лишним, чтобы можно было закрывать без вреда для, например, вот видите, вот раз, два, у каждого есть свое отверстие, каждый может прикрыть. Вот, сейчас мы, Осталось подписать. да, осталось только подписать, чья лунка. Вот, и все, сейчас печку раскочегарили, сейчас будем травить байки и располагаться. Да, и уже, может быть, маленько посидим, даже порыбачим. Вдруг что-нибудь попадется. Мы же все-таки рыбачить сюда приехали или что делать? Или переездами заниматься бесконечными. Антон отдыхать пришел. Во. Так что вот так вот. Чистейшая вода. Да. Ее можно пить прямо так. Ну, Ну, попей-ка. Холодная, да? ну, нормально. Ага.